Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на совещании с руководителями Минэкономразвития, Минимущества и Минфина Республики обсудил меры по повышению эффективности работы промышленных предприятий региона. С основным докладом в ходе совещания выступил министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Умалат Таршхоев. По его словам, промышленные объекты в республике строились в рамках федеральных целевых программ государственно-частного партнерства, а также при участии инвесторов. В частности, в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» в регионе было построено 9 промышленных предприятий. Среди них заводской комплекс «Полимер», завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, завод по производству сборно-монолитного бетона и другие. В рамках ФЦП «Юг России» в регионе возведена первая очередь завода по производству алюминиевых профилей «РИАК», а также продолжается реализация проектов по строительству птицекомплекса «Южный» и кирпичного завода «Неон». Юнусбек Евкуров дал поручение профильным министерствам до конца ноября предоставить развернутые графики работы заводов, а также отчеты по выпускаемой продукции, ее производительной мощности, количеству рабочих мест и бюджету всех функционирующих и замороженных объектов республики. Новый состав правительства, в том числе, если брать Министерство имущества, которое должно этим направлением заниматься, и комитет, который отвечает за промышленность в целом, а министр экономики должен делать очень серьезные выводы. Это проверка соблюдения условий предоставления и использования средств по линии Юга России, по линии средств, которые мы использовали по социально-экономическому развитию республики, это по линии ФЦП, и по другим программам. По этим программам мы построили много промышленных и других объектов. Некоторые строятся, в том числе и в рамках участия инвесторов, в рамках государственно-частного партнерства и других мер поддержки. Но опять же, те объекты, которые мы уже построили, ввели в строй, они пока пробуксовывают некоторые объекты, здесь правительству надо взять на контроль. Понятное дело, что опыт регионов показывает, что сами по себе такие объекты, как швейная фабрика или же завод энергосберегающих ламп, или же полимерных труб завод, ряд таких предприятий, они сами по себе очень сложно их запустить. Нет оборотных средств, и в бюджет их не закладывалось. Если мы по заводу по полимерным трубам нашли применение, в Татарстане нашли инвесторов, которые вошли как акционеры в этот завод и взяли на себя. И сегодня этот завод там в классическом варианте хорошо работает. То проблема со швейной фабрикой, к примеру. Здесь надо уже работать. Хотя бы внутренние заказы, чтобы выполняли. Хотя бы это, пусть это будет там 100 рабочих мест, но оно должно работать. И параллельно искать крупного инвестора, у кого есть холдинг, куда вести швейную фабрику по энергосберегающим лампам. Здесь надо ускорить процесс. Я так понял, недавно приезжала группа с Ростех, или еще они здесь, на месте. Побыстрее надо ускорить вопрос и организовать уже совещание на уровне там зам руководителя Ростех и на уровне главы республики.